Добрый вечер. А теперь о главном. Центр избирком проиграл еще один суд, на этот раз партии Бютюн-Кыргызстан, которую комиссия исключила из числа участников парламентских выборов, назначенных на 4 октября. До этого ЦИК проиграл суд партии Кыргызстан, который тоже отстранил от выборов. Глава ЦИКа говорила, что они обратятся в Верховный суд, но этого пока не случилось. Со времен Клары Кабиловой таких скандалов с ЦИКом не было. Кабилова Клара Саматовна, действующий председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызской республики, официально заявляю, что в период предвыборной кампании депутатов местной Кенеши республики я подверглась со стороны сына президента Кыргызской республики Максима Бакиева вопиющему давлению и оскорблению в нецензурной форме, последовавшие после заседания Центральной избирательной комиссии. После этого заявления 26 сентября 2008 года Кабилова подала в отставку с поста главы ЦИКа, и президент Курманбек Бакиев в тот же день удовлетворил ее просьбу. Кабилова уехала в Москву, но вернулась через полгода и основала партию «Мы за прогресс», которая ничем особенным не запомнилась, а в мае 2017 года она стала депутатом Джорку Кенеша вместо Аиды Соляновой. И за прошедшие 2,5 года тоже ничем себя не проявила. Социальные сети 12 лет назад не были развиты, как сейчас, поэтому отставку Кабиловой обсуждали только в кулуарах, на кухне, но широкого резонанса это не вызвало. Поступок Кабиловой был смелым и шокирующим, кто бы ею ни руководил. Мало кто из высокопоставленных лиц решался на такое ранее. Чинара Джакыпова или Амангельди Муралиев тоже в знак протеста подавали в отставке с постов министра, но публичных заявлений не делали. Сейчас время несколько другое, и во время судебного заседания, как по делу партии Кыргызстан, так и Бютюн-Кыргызстана, перед зданием административного суда Бишкека проходили многочисленные митинги. Можно даже предположить, что судебные решения были приняты под давлением этих акций, потому что подозревать кыргызские суды в честности и объективности как-то не очень приходится. Окончательные решения в любом случае ожидать невозможно. Потому что мы, выступая, говорили о всех тех моментах, где Центральная избирательная комиссия превысила свои полномочия. Сейчас в данное время все доказано. И решение принято правильно. Партия заявляла до суда, что они теряют драгоценное время, но и ЦИК, и экс-омбудсмен сделали им такую рекламу, что уже можно наверняка предположить, что партия Бютюн-Кыргызстан теперь пройдет Джорку Кенеш, хотя перед началом кампании их шансы оценивались не очень высоко. Партия даже могла бы выплатить Нурджан Шалдабековой и Турсунбаю Бакир-Оглу некие агентские гонорары за рекламу. Вместе с развитием социальных сетей и других IT-технологий растут и возможности общества в организации массовых протестов. Однако этот прогресс как-то проходит мимо Центра избиркома, который проводит и делает записи в допотопных амбарных книгах и мотивирует свои решения допотопными аргументами. Партию Кыргызстан, например, они отстранили от выборов, заявив, что ее документы в ЦИК принес не тот человек. Подобный аргумент легко парировался тем, что за такое нарушение можно было ограничиться замечанием, предупреждением или штрафом, но нельзя было применять высшую меру выборного наказания – отстранять партию от выборов. В случае же с Бютюн-Кыргызстаном ее пытались снять с гонки за то, что на съезде партии не все необходимые процедуры при голосовании за кандидатов были строго соблюдены. Главное же обвинение заключалось в том, что список партии, принятый на ее съезде 19 августа, сильно отличался от списка, представленного в ЦИК. Но окончательные списки всех партий с фиксированными местами кандидатов сформировались много позднее и были опубликованы только вчера, 9 сентября. Главное в том, что при наличии больших и серьезных выборных проблем ЦИК как будто специально использует самые из них несущественные. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аип. Всего вам хорошего и до свидания.